Как все знают, я с Тамарой Михайловной, с моей супругой и детьми в город Якутск приехали в 1981 году, и с этих пор мы проживаем и работаем в городе Якутск. Я приехал после 4 лет работы в Горно-Алтайском пединституте по окончанию аспирантуры педагогического института имени Герцена. Но до этого мы окончили с Тамарой Михайловной философский факультет Ленинградского государственного университета. Получили допуск или там рекомендацию в аспирантуру, и по целевому месту в Ленинградский педагогический институт имени Герцена на кафедру философии попали. Тамара Михайловна попала Борису Андреевичу Иронову, я попал Борису Дмитриевичу Парыгину, тогда очень известного специалиста по социальной психологии и выпускника Ленинградского государственного университета. Так вот, когда мы приехали, кафедра располагалась в ГУКе, главном учебном корпусе. И там даже был первое время ректорат был. Когда я договариваться насчет работы приезжал в 80-м году, там приемная ректора была на 2-м этаже. И я все это, а потом уже, когда мы приехали, университет уже переезжал в вновь отстроенный учебно-лабораторный корпус. 9-этажный, новячий, и кафедра получила место. Мы отработали 1 учебный год в главном корпусе, а потом уже в 1982 году переехали уже в учебно-лабораторный корпус. Кто были? Совместная кафедра была, кафедра философии и научного коммунизма. Заведующим был доктор философских наук, профессор Авксентий Львович Мординов. Он основатель кафедры, сначала основ марксизма-ленинизма, потом марксистско-ленинской философии, а потом уже кафедры философии и научного коммунизма. И мы с супругой Тамарой Михайловной как раз доцентами были приняты на работу. Я помню, тогда еще живы были старики, как мы называем их. Заместителем заведующего кафедрой был Егор Гаврилович Павлов, кандидат философских наук. Это младший брат знаменитого Владимира Гавриловича Павлова, который к тому времени был немножко в опале. Он директором мебельной фабрики уже работал. Он же долгое время работал первым секретарем горкома КПСС. И с его именем связывает многие благоустройства, многие здания в городе Якутске. Так что очень авторитетный был человек. Его родной брат Егор Гаврилович у нас на кафедре доцентом был и выполнял обязанности заместителя заведующего кафедрой. Был Дмитрий Степанович Макаров, кандидат философских наук, доцент, очень авторитетный специалист. Он 1916 года рождения, фронтовик, орденоносец, очень уважаемый был человек. Дмитрий Ильич Донской, тоже фронтовик, он 1925 года, был чуть-чуть помоложе Дмитрия Степановича, и он тоже завершал докторскую работу, был на подъеме, тогда он был физически очень крепок, такой, конечно, творческий подъем, докторская завершается, и он готовился к защите. Был Василий Спиридонович Петров, он 19-го года был, бывший партийный работник, он работал в отделе пропаганды обкома КПСС тогда,
был секретарем по идеологии в разных районах. Он был известный такой лектор, пропагандист, очень хороший знаток марксистско-ленинской философии. Особенно он знал очень хорошо работы Маркса, Энгельса, Ленина, мог цитировать очень свободно. Был Спиридон Ксенофонтович Дмитриев, кандидат исторических наук, доцент. Он был журналистом. Вот, кстати, его дочь Надежда Спиридоновна Дмитриева долгое время работала НВК Саха. Она тележурналист, вела очень такие продвинутые передачи, ну, русскоязычная, и очень хорошо зарекомендовала себя вот в студии теле. Ее передачи пользовались неизменным успехом. Был еще Еремей Прокопович Попов. Он тоже бывший партийный работник, выпускник ВПШ, защитивший кандидатскую диссертацию, кандидат философских наук, доцент. Он был общественником очень крепким, председательствовал в Мескоме или там правкоме ЯГУ тогда, был секретарем партийной организации кафедры общественных наук. Он был такой очень активный, мобильный человек. Ну, забегая вперед, скажу, что как партийный работник, заботящийся о благе и настроении своих подопечных, он способствовал, ну, как бы адаптации с Тамарой Михайловной в условиях университета и города. Практически за руку водил по всем, ну, таким местам, как это обком партии, Дом политического просвещения. Тогда очень новое, вновь построенное здание было, сейчас детский эстетический центр. Тогда был Дом политического просвещения, огромным актовым залом, учебными кабинетами, оборудованными по последнему слову техники в те времена, проекторы, микрофоны, туда-сюда, там библиотека очень хорошая была, актив был очень хороший, приветствовали нас Тамара Михайловна, молодых тогда людей, выпускников центральных вузов, так что мы сразу в свою стихию. В том же помещении было общество знания, и сразу нас захомутали, как говорится, да, уже путевки начали давать, сразу стали преподавателями университета марксизма-ленинизма. Ну, работа закипела. Это очень понравилось, кстати, Тамаре Михайловне. Она вообще человек активный и очень к месту, ко двору пришлась всем этим активным женщинам. Вот. Еще был Ким Дмитриевич Яшковский, еще не защищенный, вот, работающий над диссертацией, подающий надежды. Егор Михайлович Махаров был, кандидат философских наук, доцент. Он тоже заместителем заведующего кафедрой был, тоже активно работающий. Ну, тогда я не знаю, там докторская работал или нет. Вот. Был Гаврил Иванович Романов, вот, выпускник Киевского университета, философского факультета, кандидат философских наук. Он был очень хорошим пропагандистом. У физиков он вел занятия и вел пропагандистский кружок в системе политобразования. Вот. Еще был Павел Захарович Таволков, практически сторожил кафедры. Он с 1962 года работал на кафедре философии. Он выпускник Московского философского факультета МГУ. И один из немногих, у кого было базовое образование, тем более московское. И он к тому времени уже завершил работу, вернее, учебу в Ленинградском университете на философском факультете на кафедре философских проблем
естествознания свою аспирантуру. Он завершил, и правда без защиты, просто с представлением приехал и работал. Ну тогда, такими командировками было туговато, но тем не менее он готовился, хотя когда ему напоминали о необходимости защиты, он махал рукой. Да ладно, говорит, там это самое, я уже забыл вроде как, да. Анатолий Георгиевич Новиков был совсем молодой, такой энергичный, он всего на 4 года старше меня, он тоже аспирантуру в Томске закончил, он вообще-то математик, достаточно долгое время преподавал математику, матанализ, слыл очень строгим преподавателем, о нем такие легенды ходили, но он о философских основаниях математики написал сначала кандидатскую диссертацию, и к нашему приезду он завершил, но никак не мог организовать защиту свою кандидатской. И мы, как новоиспеченные кандидаты наук, только что, как говорится, защитившие диссертацию, как говорится, я защитил в 1977 году, Тамара Михайловна полгода позже, в связи с детьми, рождением детей, и у него декретный отпуск завершался, и тоже практически завершил через полгода по окончании университета. Вот. И мы, конечно, оформлять документы, оформлять, как пишется автореферат диссертации, туда практические советы оказывали. Он очень благодарен за это, особенно Тамаре Михайловне, и они нашли общий язык. И до кончины Тамары Михайловны были очень близкими друзьями, и благодаря этой дружбе они открыли совет. Это еще до этого дойдем. Вот. Еще был Василий Николаевич Гуляев, он выпускник Московского архивного института. Это, в общем-то, достаточно авторитетный. Оттуда вышел Юрий Афанасьев, известный демократ, политикой охотно занимался. Он в первом созыве Верховного Совета СССр во времена Сахарова был активным участником межрегиональной депутатской группы. Он был активным таким перестройщиком, он был вообще открытие архивов, поднятие архивов имеет очень важное значение. Так вот, Василий Николаевич Гуляев закончил этот вуз, редкий вуз, и не случайно он стал преподавателем нашей кафедры, старшим преподавателем, потому что вот в этом институте фундаментально обучали философии. Это ощущалось, это ощущалось. Кроме него был Виктор Сидорович Иванов. Он выпускник Киевского университета, философский факультет. Видите, как это самое. И с нами одновременно, месяцем позже или месяцем раньше, поступили на работу, чуть-чуть пораньше поступила на работу молодой специалист, выпускник философского отделения КАЗГУ, Казахского госуниверситета в Алмате, философское отделение исторического факультета, Клара Прокопьевна Лыткина. И она тоже базовое образование имела, и молодой специалист уже годом раньше, по-моему, если я не ошибаюсь, приехала и работала, и была перспективных, на хорошем счету. И почти с нами одновременно приняты были работы Наталья Степановна Павлова, она заочно закончила Киевский университет тоже, философский факультет. До этого она закончила Ленинградский университет культуры, библиотечное отделение, очень начитанный, очень подготовленный, такой свежий выпускник философского факультета Киевского университета. Там же приехала на работу, тоже годом позже, по-моему, поступила Тамара Михайловна Федорова, выпускница Уральского
Государственного университета философского факультета. Так что к нашему приезду кафедра философии и научного коммунизма была достаточное количество специалистов с базовым образованием было. Ну, если вспомнить, как меня встретили, конечно, великолепно встретили. Мы люди коммуникабельные с Тамарой Михайловной, сразу пришли ко двору. Вот, был зав. Кабинетом, фронтовик, вот, Николай Иванович Андреев, он выпускник пединститута, историк, он, как говорится, как домовой, как хранитель всех этих самых книг, папок, газет, журналов, он восседал в кабинете и как трудоголик с утра до вечера он находился на кафедре. Поэтому, конечно, проблем с тем, где раздеваться, где там чай попить, в принципе, у нас не было. У УЛКа, конечно, очень такое большое здание, и кабинеты были на стороне Белого географического факультета, с географами бы на одном этаже были, делили кабинеты. Вообще, такие, каждый раз в кабинете кто-нибудь бывал, и затевали разговоры, откуда, что, чьих ты будешь, и прочее, прочее, как обычно там пожилые якуты расспрашивают молодых коллег, так? Ну и узнали, там и заходили из кафедры политэкономии, заходили, под кафедрой истории КПСС заходили. Так что интересно было. Ну, впечатление, ну, такое, постепенно я начал разбираться, кто чем занимается, вот, на какую тему они защитили кандидатской диссертации. Естественно, кафедра идеологическая, и выбирала темы, которые были одобрены партийными документами, съездами КПСС. Мое поколение тоже в 1977 году интересовались проблемами научно-технической революции, и я защитил кандидатскую диссертацию на тему научно-технической революции как фактор человеческой активности. Это вот взаимосвязь научно-технической революции с человеком, с его личностью, с его организмом. Ну, в общем-то, как это возможно, в пределах своих возможностей написал кандидатскую диссертацию и защитил уже на совете в институте имени Герцена. И здесь же, в Якутске же, я удивился, что почти все защитились на проблемы социалистического образа жизни, советского образа жизни. И каждая диссертация была посвящена различным аспектам формирования социалистического образа жизни, бытовой стороны, соотношения традиций, обычаев, культуры, вот, деревня, город, вот такие проблемы. Это тоже достаточно конъюнктурное, конечно. Сейчас бы высоты сегодняшнего дня я бы сказал, что же такие идеологически правильные. Но тем не менее для души многие занимались по своим интересам. Ну, к примеру, Дмитрий Степанович Макаров занимался вообще проблемой жизни и деятельности Максима Кировича Амосова. У него несколько книг есть. «Яркий Максим», «Максим Амосов», библиографию огромную сделал. Раисой Израильевной Цугель в Москве встречался и был дружен, в переписке был. Но для души он занимался народной мудростью. И в 1983 году выпустил монографию «Народная мудрость. Знания и представления».
Для него вообще вот философия складывается из недр народной мудрости. И вот он попытался увязать философское представление народа Саха с его знаниями и представлениями. И в связи с этим он материальную культуру исследовал, он мог часами рассказывать о Чароне, он показывал Чарон и рассказывал, вот мироздание показано, да? Вот сверху это верхний мир, срединная вот такая выпуклая часть, срединный мир, и нижняя вот узкая часть, где там дальше идет нижний мир, сферы. И еще он восхищенно рассказывал, с гордостью рассказывал, вот так это показывая пальцем, вот видите как, да, рассказывал о том, что древние якуты знали и в своем Оланхо строение Вселенной. Это он удивлялся. Восьмиободный, восьмикрайний мир. Все это восьмиободный, Аллах. Это означает 4 стороны света, и между ними, ну, северо-запад, допустим, да, юго-восток. Вот это всего 8 направлений. Они знали, ориентировались там, это самое, по светилам, и все это народной мудрости. И он метеорологические эти предсказания, как они там предвидели, какое лето ожидает, какая осень будет, какая зима будет. Они говорят, все это в народной мудрости, все содержится. Все это систематизировал, и до сих пор ценный источник народных представлений написал Дмитрий Степанович. А так официально он, ну как бы госбюджетной работой была, это жизнь и деятельность Максима Кировича Амосова. Вот, и он работал, а так вот для души делал. Хотя в последующем он, все это собравший, хотел написать диссертационные исследования на этой основе до современных представлений современных якутов, допустим, да? Вот. Василий Спиридонович, хотя не защитился, он занимался развитием идеологических отношений, об идеологии, общественно-политическом мышлении он интересовался. Вот. А для души история общественно-политической мысли в Якутии. И он, конечно, начинал с первых ссыльных революционеров разных поколений, начиная декабристов, народовольцев, потом меньшевиками, большевиками, социал-демократов. И он их архивы, их представления, все это реконструировал. Интересную работу накануне он выпустил брошюру, конечно, с большевистского такого периода, берет начало с революционного формирования, с кружка Ярославского и первых большевиков, якута, Амосов, Барахов, вот, Аюнский, все эти там семинаристы, этим он интересовался. Дмитрий Емельянович уже завершал докторскую диссертацию, посвященной проблеме партийности, но в эстетике. Но он вообще партийность литературы, партийность искусства, партийность эстетического сознания, но он давал партийности категориальное значение и дошел до достаточно глубокого философского обобщения. У него был руководителем Михаил Федотович Овсянников, известный профессор МГУ. Вот. Он вообще аспирантуру проходил в Минске, Белоруссии. И он очень хорошо знал философов Белоруссии, он переписки состоял. А потом защитил докторскую диссертацию, МГУ защитил докторскую диссертацию. Егор Михайлович Махаров, тогда еще моложавый такой, это самое,
очень хорошо начал работать. Но когда я приехал, он уже ушел в областной комитет партии в лекторскую группу. И он только часы свои завершал. И он несколько лет, ну где-то 5 лет работал, до, ну как говорится, до разгона коммунистической партии, областного комитета партии КПСС, он работал и пошел в докторантуру к этому времени, и в 1992 году защитил докторскую диссертацию. Практически при Академии общественных наук он говорил, вот чуть-чуть успел защититься, все силы бросил, хорошую монографию, правда, депонировал, но в сокращенном варианте «Проблема человека в истории и философии» написал. И вообще это такая общая философская, общечеловеческая проблема, и он издалека начал, древних греков. Ну, фундаментальная работа была. Валентин Степанович Луковцев, тогда он в лекторской группе был, но он кандидат философских наук был, но работал в лекторской группе. Ну и издал монографию «Минуя столетия». У него, ну, некапиталистический путь развития, о том, что формационные такие возможны как бы перескоки от формации к формации, которая вполне согласовалась с формационным учением Маркса и Энгельса, он очень хорошо знал. И в современных условиях народы, которые находились в своем развитии в феодальных отношениях, могут запросто, минуя капитализм, стать строителем социализма. Это в какой-то степени согласуется вот с современными представлениями, как ни странно. Вот когда я учился в Ленинградском университете в 1973 году, в философской общественности фурор произвел статья Арсения Ильича Мординова в вопросах философии. В вопросах философии до него никто из якутских философов не публиковался. И тогда, и сейчас в вопросе философии очень престижный журнал, и смеются люди о том, что они публикуют только в пределах Садового кольца людей, только вот москвичи. Ну, таков уровень. Конечно, люди обижаются, периферийные философы, ну, они подбирают. Но вдруг из Якутского университета профессор Мординов публикует свою статью «Актуальные проблемы развития национальных отношений в СССР». Не где-нибудь, а в СССР. Не в Республике Саха, как сейчас модно было бы, да, а в СССР. Это общесоюзная проблема. Статья фундаментальная, методологическая, дискуссию вызвал. Были те, которые за, и те, которые против. Против выступили те, которые говорили о том, что здесь скрытая защита национального развития. Это как бы спусковой крючок процветанию национализма. Ни больше, ни меньше. Те, которые за выступали, они говорили наоборот. Он показывает, как при Советском Союзе достигается рассвет и сближение наций. Рассвет и сближение наций. И он категории сближения и слияния наций разработал. И тогда даже в некоторых регионах говорили, Мординов за слияние, ассимиляцию наций в одну единую общность, советский народ. Ну, всех собак навешали, в общем-то. Дискутировали, конференциях упоминали, но даже говорили Мордвинов почему-то, вот в философском факультете знали, что я из Якутии, спрашивали, слушай, ты знаешь философа Мордвинова?
Я говорю, Мординова? Да, Мординова. Я по работам знаю, я говорю, я у него не учился, поэтому лично не знаком, но я по работам знаю. И знаю старшего брата писателя, на его книгах я как бы вырос в школьные годы. Я слышал, что у него младший брат фронтовик, заслуженный учитель, работает там в глухой деревне, ну и так далее. Ну и как там статья, все прочее. Ну, я там к стыду своему тогда не прочитал, и мне сказали о том, что там хорошая статья опубликована. Но там вот приветствовали, вот молодец, не побоялся. Вот сейчас я снова в связи с юбилейными датами и в связи с выходом книги об Авксентии Григорьевиче из-под пера журналиста Ивана Васильевича Борисова вновь прочитал эту статью. И я удивился. Там описывается синергетический эффект. Термина такого в помине не было, только в естествознании пользовались этим термином. Это в химии, это в физике, это в естественных процессах происходит. А он взял да описал синергетический эффект в взаимодействиях многонациональных сообществ. Просто я просто удивился. Если оценить, использовать синергетический метод, синергетический подход, это очень современный сегодняшний постнеклассическая, да, работа была бы, да? Вот это просто вот замечательно. Вот это я очень этим там возгордился. И в интервью в газете «Юлтумен» это, ну, на якутском языке, несколько вот неуклюже переведя все это, я вот завесу приоткрыл, может быть, кто-нибудь найдется и подкрепит уже хорошим фундаментальным статьей. Тогда, конечно, не могли вот понять. И я потом подумал, Авксентий Григорьевич диалектик. Он диалектику по Гегелю и Марксу постигал. И оказалось, чем глубже постигаешь диалектику, тем выходишь за рамки диалектики. Это точно такой же эффект, как ньютоновская физика, механика Ньютона, вписывается как частный случай и релятивистской физики Эйнштейна. Эйнштейн не опровергает ньютоновскую физику. Он ее дополняет и воспринимается частный случай при каких-то определенных условиях. Авксентий Григорьевич тогда еще, просто термина не было, тогда еще додумался до того, что его представление о сближении и слиянии наций дает синергетический эффект, ибо выходит за рамки прямолинейного толкования диалектики, как борьба классов, как единство и борьба классов, ну, принцип и то, и другое, как бы допускается. А на самом деле синергетика есть способ мышления, который воспринимает диалектику как частный случай. На самом деле изменение является универсальным явлением, способом бытия. Движение есть изменение. Так вот, диалектика очень хорошо описывает направленное изменение, которое называется развитием. Развитие бывает по восходящей, под названием прогресс, а развитие может быть по нисходящей, которая называется регресс. А вот природа-то и в обществе-то, и в мышлении так не всегда бывает. Есть хаотический период, есть изменения без направления, когда нет четкого направленности, изменения вообще как таковое. Так? Потом появляется флуктуация,
и потом бифуркация, направленность берет или в ту сторону, или в другую сторону. Вот тогда в свои права вступает диалектика. Но вот каков Авксентий Григорьевич? И он говорит, вот дальше это будет развиваться так. Поэтому единство обеспечивается слиянием в экономике, политике и идеологии. Это Советский Союз и советская система. А вот в культуре, языке, в литературе и искусстве происходит сближение, взаимодействие, взаимовлияние, взаимообогащение, или, иначе говоря, синергетический эффект. Вот это, конечно, вот, восхитительно было. Поэтому, если каждого вот так взять вот из моих коллег, у него были свои изюминки, по-своему интересные люди были. Вот, допустим, Павел Захарович Табуков очень хорошо знает классическую философию, мировую классическую философию. Он всегда поражал тем, что читал Фридриха Ницше. Из студенческих и аспирантских лет, из закрытых фондов, он по допуску, как аспирант, философ, брал и там на месте читал их работы. Из спецкрана, как называли, да? Допуск нужен был. И он всегда щеголял тем, что написал Ницше, его биография там этот интересовала. Я просто поражался. Хотя на философском факультете кое-какие представления о Ницше были, правда, там односторонние, что он реакционер, что он философ таких истин, низких истин, что он циник, он вообще так, ничего такого святого для него нету и прочее, прочее. Вот так в негативном ключе. А на самом деле, конечно, Ницше в рассказах Табукова он представал совершенно другим человеком. Он хорошо знал Зигмунда Фрейда, и он там, дурачась и издеваясь над нами молодыми насчет либидо, насчет этих самых своих там скрытых вожделений, и он там тоже вот кулуарно всегда щеголял знанием текстов Зигмунда Фрейда. Ну, тогда еще не был широко распространен. И он Бердяева очень хорошо знал. Но, конечно, мы все были преподавателями марксистско-ленинской философии. Кроме первоисточника Маркса, Энгельса, Ленина и партийных документов, практически на уроках не давали. Лишь в лирических выступлениях в меру своих возможностей давали это дело. Так вот, у нас как бы переломный момент наступил после перестройки, как говорится, да, 1985 года, гласность, перестройка, открытие архивов, печатание таких забытые имена, неизданные, и массовым порядком начали философские первоисточники, серийно начали выходить, подписные издания были, это своеобразный ренессанс был. К этому времени уже приехали молодые специалисты, супруги Мамедовы, Елена Васильевна и Агамали Хуламович. Годом или полгодом позже Александр Васильевич Мельничук. Еще полгода Николай Николаевич Хлопков. Они моложе и меня, ребята там, гораздо моложе всех других членов. Мельничук и Мамедовы – выпускники Московского университета, философского факультета. Мельничук окончил в Ленинграде университет, аспирантуру закончил, и оттуда женился на Ольге Алексеевне Мельничук, она специалист по французской филологии, и они приехали сюда тоже вот молодой семьей и работают замечательно. Тогда совершенно другая атмосфера сложилась, и они, естественно, вкус к философии. Мы в обществе знания заявили
ну, как-то абонемент, возвращенные имена. И участвовали, знаете, еще участвовал про Ницше, лекцию замечательную, публичную лекцию прочитал Дмитрий Николаевич Миронов, ныне доктор юридических наук, тогда кандидат юридических наук, но он тоже центровузник, он работал в Саратовском университете, где Чернышевского родина. Вот, в Саратовском университете он аспирантуру заканчивал, все, юридический вуз. И его там пригласили, когда открывали юридическое отделение исторического факультета. Вот он, как молодой специалист, примкнулся к нам и прочитал замечательную лекцию про Ницше. Так, все, Мельничук прочитал лекцию, Мамедов прочитал лекцию, и я участвовал в этом процессе. Так что 6 лекций ранее, внепрограммных мыслителей мы провели. Ну, достаточно там успешно было. И в это время, конечно же, кумирами молодежи стали. Молодежь и тогда, и сейчас тянется к молодым людям, которые немногим старше их, да. Ну, тогда, конечно же, были кафедра философии гремела, вот откровенно говоря. В 1984 году кафедра разделилась на кафедру научного коммунизма, где заведующим остался Авксентий Григорьевич, и кафедра философии под руководством новоиспеченного доктора философских наук Дмитрия Вильняча Донского. И мы заработали, конечно же, Мамедов сразу же открыл социологическую лабораторию. Вот, тогда молодые специалисты сюда вошли, которые потом защитились очень хорошо, кто по политических науках, кто в социологических науках, и сейчас до сих пор работает. Ну, в общем-то, хорошая такая школа была. Николай Николаевич Охлопков, правда, там он ушел в банковскую сферу. Вот, из нас, вот Николай Николаевич и я участвовали в рабочей группе по подготовке Конституции Республики Саха-Якутия. Вот, в рабочей группе работали Дмитрий Николаевич Миронов, участвовал. Вот. Ну, так что тут университет был представлен очень хорошо. Анастасия Петровна Конечникова участвовал, Егор Петрович Жирков, кандидат педнаук. И после этого Казарян, известный историк, Павел Леонович участвовал. Тогда были кандидатами наук. Только Анастасия Петровна защитила. Ульяна Алексеевна Винокурова, кандидат психологических наук, еще тогда была. Так? Вот. И после этого залпом, друг за другом, защитили докторские диссертации. Казарян, Павел Ионович, доктор исторических наук, Ульяна Винокурова, доктор социологических наук, Егор Петрович Жирков, доктор педагогических наук, я по философии защитился, Миронов, Дмитрий Николаевич, доктором юридических наук. Это очень хорошая школа была, да, и благодаря тому, что вот на кафедре, конечно, обсуждения были замечательные. Вот те времена на кафедре был кружок. Мы его назвали сопломбом, мыслитель назывался. Так, вот молодые преподаватели пытливую молодежь собирали вокруг себя. И еще клуб был, политклуб при Дворце пионеров было. Фаина Никентьевна переманила молодых, Охлопкова и Мамедова, и они дискуссионный клуб, политклуб создали для детей, старшеклассников. Просто негде было яблоко упасть. Вообще, жизнь, политическая жизнь и среди взрослых, и среди молодых была активная, понимаете? Очень, очень такое, сейчас вспоминаю эти года, очень хорошо. В школах начали открываться специализированные классы, в 31-й школе, 33-й школе. И в 90-х годах Мамедов
Андреем Васильевым открывает залогом на базе третьей школы филиал. Эпопея, да, это создание совета. Анатолий Георгиевич Новиков в Ростове-на-Дону, представь себе, да, защитил кандидатскую. В 82 году защитил. Сразу. Через полгода он пошел уже обновленную диссертацию, обновленный автореферат, он обсудился, все, блеском защитил и приехал. И тут же он выдвинулся заместителем заведующего кафедрой, тоже очень неуемный, активный человек, начал там подумывать о кандидатском совете. Вот, почему бы нам не открыть? Достаточно докторов наук, специалистов, уже давайте откроем. Ну, тогда я еще не защитился, это 93-й год. В 92 году нет, еще он в 82 году защищается и активно начал работать над докторской диссертацией. Уже на базе своей диссертации монографию издает, и потом уже, ну, он раскрепостился, понимаете, поверил в себя. У него крылья окрепли, и он он взлетел, как говорится, да. Для человека мало надо. Немножко поддержка, немножко поверить в себя, немножко там подтолкнуть, и он самостоятельный полет пошел, Анатолий Георгиевич. И все удивились. И он так целенаправленно в ИПК поехал, начал монографию готовить. Монографию издал в 83 году, по-моему, почти что сразу же после защиты монографию в Красноярском университете издал монографию. Ну тогда докторскую без монографии не брали в защиту. Вот. А потом уже вплотную начинает работать над докторской. И он докторскую защитил в Киевском университете. Просто вот размах. В Ростове-на-Дону тогда еще был жив Юрий Жданов, зять Сталина, крупнейший советский ученый, философ естествознания. Он вообще-то химик по базовому образованию, но он больше философ был, понимаете, больше философ. И ростовская школа философов естествознания очень сильно котировался. Там работал Кахановский, известный такой, он как методист больше известен, да, как организатор науки известен, его учебники котируются, вообще очень хорошая школа была там. Вот. В Киеве работал покойный Капнин, к сожалению, он умер и оставил после себя вот замечательных философов, украинцев работал Борис Сергеевич. Вообще школа была замечательная, киевская школа, и его работу приняли, и он защитил докторскую диссертацию. Благодаря трудолюбию, самоотверженности, целеустремленности и, ну, я бы сказал, что некая такая авантюристическая жилка была. У него барьеров не было. Я всегда хвалю, не как он, ой, что скажут, что там подумают, а вдруг я помешаю, а вдруг меня не поймут. Нет, все, надо, и все, тут напролом. И вот такого же характера была покойная Тамара Михайловна. И они сошлись и начали готовить документы к открытию совета. Тамара Михайловна скрупулезный человек, дотошный человек, все это изучила, документы до запятой, и все поддержали в университете. Вот, давайте, добрый путь. Тогда еще Николай Сергеевич Иванов был, заведовал, он был проректором по науке, и он дал зеленый свет. Вот, и 90... Нет, подождите, я уже запутался в вот этих датах. Так, 80...
надо будет уточнить. На 91 году ректором был Василий Андреев, по-моему, Василий Сергеевич, в 86 году. Или пришел уже Василий Васильевич Филиппов. Ну, во всяком случае, руководство университета горячо поддержало, все документы подписали, оформили и получили добро. Открыли кандидатский совет. И начали защиту. Первым защитились Александр Васильевич Мельничук и Василий Васильевич Винокуров. Винокуров – выпускник аспирантуры Ленинградского университета. Мы, встречаясь, разговаривали с ним. Ну, у нас учителя были одни и те же. Тогда были живы те старые профессора, которые, когда я был студентом, преподавали. Это Василий Павлович Ружин, Василий Петрович Тугаринов, Владимир Иосифович Севидерский, вот, Сергей Георгиевич Шляхтенко, вот, и многие другие. Вера Яковлевна Комарова. Вот. В те времена работали, когда я студентом был, молодые аспиранты были семинаристами. Они сейчас маститые доктора наук. Константин Семенович Петров был у нас кружок, был научно-технической революции, и он семинаристом был. Сейчас очень авторитетный социальный философ, автор учебников, продвинутый, нестандартный учебник социальной философии. Он вообще уважаемый. Борис Васильевич Марков был, которого Василий Васильевич Винокуров очень хорошо знает. Он кандидат, аспирантом был, потом доктор наук, и он философской антропологии учебник написал. Вот. Еще был Александр Анатольевич Корольков, тогда он был молодым кандидатом, только-только защитился, красивый молодой человек, он вел семинарские занятия, он стал тоже доктором наук. Так что тут была вместе вот с факультетом росли и кадры. И сейчас они основной костяк профессуры философского факультета. Вот опять и Александр Васильевич рассказывал вот о них, какие они лекции проводили, какие семинары были. Вот. Ну, совет создали, защиты состоялись. Арсений Григорьевич был первым оппонентом Василия Васильевича Винокурова о пространственно-временных отношениях. Замечательное выступление сделал. Ну, он, вообще-то говоря, и специалист по социальной философии, ну, ныне вы сказали, по философии культуры. У него же докторская диссертация о развитии, о социалистическом содержании и о социалистическом содержании и национальной форме культуры. Вот. Казалось бы, далек от таких антологий, как сейчас говорят, да, но тем не менее так проникся, просто блестяще выступил на совете. Это было, ну, как бы алгыс, благовещение было вот такое, которое благословил вот дальше этот аксакал нашей философии. Приподнятое настроение было, как я сейчас помню. Вот, и все рады, зрителей было много, и все вот приветствовали и защиты. Потом защитилась Наталья Степановна, вот тоже вот после аспирантуры. В 93 году начали подумывать о докторской диссертации. К тому времени уже шла реформа ваковская, и они сказали, что кандидатские советы будут закрываться, вместо них будут докторские советы, требования возрастают, поэтому на докторских советах будут защищать и кандидатские диссертации. Ну, начали готовить. К тому времени это достаточное количество вот, накопилось докторских работ. В 1996 году состоялось первое заседание кандидатской
вернее, докторского совета. И мне посчастливилось быть первым защищающимся. Вот, и защитилась, опять-таки, впервые на якутском языке об категориальной структуре Оламхо Акулина Серафимовна Попова. Она написала на якутском языке диссертацию, автореферат по-русски, и усилиями Тамары Михайловны, она ученый-секретарь, все документы оформили, стенограмму на русском языке оформили, кое-что перевели, и она получила ученую степень кандидата философских наук. У нее базовое образование биолог, почвовед, и она работала в агрохимической службе Министерства сельского хозяйства, почвенник, и на досуге занималась фольклором, Оламхо изучала. Она издала монографическое исследование на якутском языке об Оламхо, о понятийном аппарате Оламхо. Это был, конечно, вот, научный подход, философский, методологический подход. И мы Анатолием Георгиевичем были руководителями, вместе руководили. Анатолий Георгиевич доктор наук, а я кандидат наук. Поэтому мы вместе вывели ее на защиту. И это, ну, первая и, надеюсь, не последняя защита философской диссертации на якутском языке. Тем более сейчас. Мне кажется, что и в других науках можно было бы практиковать. К сожалению, Акулины Серафимовны нет с нами. Она ушла из жизни. Вот, но зато издала и очень хорошую там книгу, посвященную вот это самое дальнейшему исследованию Оламхо. И очень дорожим тем, что у нас в университете первая подготовка кандидатской диссертации по философии на якутском языке. Это историческое событие было, так? Вот, поэтому, ну а потом начали защищаться Николай Николаевич Кожевников, Вера Сафроновна Данилова, вот, Кристофор Дмитриевич Уткин. Он тоже первый, потому что он защитил по докладной системе, которая уже отходила совершенно. Начали запрещать. Это редкое исключение. Опять надо сказать, благодаря Тамаре Михайловне, ее настойчивости, ее поддержке, ее знакомству чиновниками ВАКи, которые курировали философские советы, защитили. Да, диссертацию писать, конечно, сложнее, нежели большой доклад. Примерно 3 печатных листа, авторских листа доклад, это все-таки не 250-300 страниц докторской диссертации, которые требования совсем другие. И Кристофор Дмитриевич благодарил потом, всегда вспоминал, вот, благодаря Анатолию Георгиевичу, Тамаре Михайловне, ну и консультанту Борису Николаевичу Попову, защита состоялась. Ну и еще у нас от кафедры отпочковалась кафедра культурологии. Это наше детище, можно сказать, да? И мы отдали кафедре культурологии свои исконные дисциплины философские: эстетику, этику и религиоведение. Это были еще какую-то дисциплину. И вот на этой базе Борис Николаевич создал кафедру культурологии. Ну, тогда еще философская ориентация была достаточно сильной. Кандидаты философских наук вот работали, ну, допустим, Ким Дмитриевич Яшковский, кандидат философских наук, он наконец защитил. Сам Кристофор Дмитриевич, доктор философских наук, был профессором этой кафедры, и Борис Николаевич
доктор философских наук, тоже является вот этим самым членом нашей кафедры, и он у нас работал. И это тоже знаменатели. Ну, как бы кафедра оказалась материнской кафедрой. От нас отпочковалась кафедра научного коммунизма, можно сказать, и кафедра юриспруденции от нас отпочковалась, потому что создатель этой кафедры Михаил Михайлович Федоров работал при нашей кафедре, кафедре философии и научного коммунизма. От нашей кафедры отпочковалась кафедра социологии. Первым заведующим был Валентин Степанович Луковцев, а потом Тамара Михайловна после защиты диссертации стала заведующей этой кафедрой. Юриспруденции пошли, и потом Михаил Михайлович создает, и тоже философствующих юристов было достаточно много. И там работают наши выпускники: Маякунов Александр Эдисонович, кандидат философских наук, и сейчас ведущий преподаватель юридического колледжа. Мы достаточно много кадров подготовили. Куда ни кинь, найдешь кандидата философских наук. Вот. Поэтому мы этой стороной нашей кафедры гордимся. Это и закономерно, потому что была секретная наука. Эта наука была философия. И по мере развития знаний, по мере развития практики, от нее начали отпочковаться частные науки. География, геометрия, физика, математика, вот, биология и так далее. Поэтому это не мудрено, что кафедра философии оказалась своеобразной такой материнской для многих социально-гуманитарных кафедр. Сейчас наблюдается антропологический переход науки. Это тоже связано с философией. И закоперщиками или инициаторами всего этого были философы. Антропологический поворот связан как раз с изменением картины мира. Ныне господствующей картиной мира является гуманистическая картина мира, ставящая в центр мироздания человека как индивида, отдельного существа. Поэтому права человека приоритетны. Правда, сейчас воспринимает какие-то карикатурные издержки пошли, понимаете, издержки пошли. Они, абсолютизировав права человека, совершенно в другую степь пошли, меры не соблюдали. А на самом деле, конечно, права человека должны сочетаться правами сообщества, правами человечества, правами определенных общностей, иначе невозможно. Поэтому, причем водораздел между недопониманием Запада и России заключается именно в этом направлении. Мы, Россия, допустим, да, исходим из того, что между личностью и общностью самых разных характеров и направлений является мера. Когда приоритет одерживает общность, и личность подчиняется общности, ничего хорошего ожидать нельзя. Это уже автократизм, это тоталитаризм, всеобщий контроль со стороны общества, государства. Нужна мера. Если же приоритет индивида, приоритет личности, то ничего хорошего не может быть, ибо мало ли какая потребность человека может оказаться ведущим в индивиде, и это приводит к беспределу. Что мы наблюдаем, допустим,
поддержку ЛГБТ-сообществ, допустим, да, или это право на суицид, право на какие-то такие извращения, право на какие-то самовыражения в разных видах искусства, тоже никто не может. И постмодернизм связан как раз с этой абсолютизацией самовыражения индивида. Отдельный человек, он как бы начхал на общественное мнение, на то, что скажут другие люди, ему дозволено все. Это та ситуация, когда Ницше предвидел: Бога нет, Бог умер, дозволено все. Общности нет, на общность глубоко начхать, значит дозволено все. Нужна мера, нужна серединка. Как раз вот этот антропологический поворот в серьезных исследованиях ратует за это. Вот у нас на кафедре сейчас многие свои курсы сделали антропоцентрическими. Сейчас мы получили достаточно большую свободу, нежели в советский период, допустим, да? Ну, тогда, конечно, контроль был очень сильный, и вообще тут партийное руководство ощущалось везде и всюду. И вот кружка. Да вот в кружке «Мыслитель» это был островок свободного самовыражения. Потом мы ее назвали Олонхо. Оказывается, в свое время Дмитрий Степанович Макаров, вот, он, кстати, написал библиографию Олонхо. Это до сих пор непревзойденное издание с подачи библиотеки имени Пушкина и научной библиотеки университета. Он собрал вот эту библиографию Олонхо. Он был достаточно крупным специалистом по народной мудрости, в том числе и Олонхо. И Михаил Андреевич Чаросове, это папа Михаила Михайловича Чаросова, он кандидат филологических наук был, известный краевед, знаток литературы, знаток старины. И они проводили в школе, в университете, правда, на ЯО, отделении историко-филологического факультета, для сахоязычных студентов кружок Олонхо. Выпускник из этого кружка Василий Васильевич Илларионов, ныне доктор филологических наук, известный олонховед, как говорится, да? Он специалист по исполнителям Олонхо, по рассказителям. Блестящую диссертацию написал, он в Улан-Удэ защищался, и сейчас, в общем, крупный специалист, и издают в этой лаборатории издают многотомные эпосы, и за это в прошлом году удостоен был государственной премии наравне с авторами толкового словаря якутского языка. Вот из этого кружка вышли Олонхо. И мы вспомнили это и назвали этот кружок Олонхо. И Арсений Егорович на первом заседании был, благословенное слово сказал, и Василий Васильевич потом подключился, я, потом молодые ученые, ныне кандидат в культурологии Протопопов, Семен Семенович участвовал тогда молоденьким таким, молодым преподавателем, ассистентом. Ну и много занятий провели, а потом, когда приехал на работу Сапронеев, Леонид Григорьевич, так, он выпускник Уральского университета, в Свердловске заканчивал философский факультет, очень эрудированный, это другая школа, вот, и он сразу же тоже подключился, он чуть позже, нежели Мамедовы, Мельничук и Охлопко пришел. Но очень пришелся ко двору, очень такой подготовленный, очень такой знаток, причем сократовского плана философ. Ну, мы знаем, что две линии интерпретации специфики философии есть. Одни говорят, что философия – это поток сознания, вот, это живое общение, это диалог, это беседа,
вот, заинтересованных людей. Это сократовская линия. Это поддержано потом Мерабом Константиновичем Мамардашвили, который тоже мало писал, вот, много говорил. Его ученики собрали магнитные ленты и выпустили несколько томов его сочинений посмертные. Ну и ряд таких диалогистов, философов-диалогистов достаточно много было. Ну и у философствующих филологов Михаил Михайлович Бахтин, вот он славится своей вот школой, и Юрий Лотман в Тартусском университете проповедует такую же линию. Но есть линия другая, которая считает, что философия наука наук. Философия имеет строгую категориальную структуру, и необходимо овладеть категориальной структурой философии. Это другая линия. Так вот, Леонид Григорьевич придерживается того, что не надо их забивать какими-то такими категориальными вещами. Просто надо научить их выражать свои мысли и понимать другого человека, и быть понятым другому человеку. А это достигается только в собеседовании. И это такое внеаудиторное мероприятие кафедры философии начали называть философскими средами. Эти среды функционируют по сей день. Леонид Григорьевич руководитель, и по крайней мере месяц раз объявляют и приходят, и студенты разных факультетов общаются на разные философские темы. Принцип простой. Не могу молчать. Это задевает или задело. Это события вот этих времен. Что-то такое в обществе творится, какие-то события, может быть политические, может быть духовного порядка, может быть такого событийное, как бы, да, как бы где-то оно задело общественное мнение, и в социальных сетях обсуждают. И Леонид Григорьевич считает своим долгом поднять этот вопрос на обсуждение студентов. И большим успехом. Записывают на пленку и иногда показывают по различным каналам нашего телевидения. Сейчас у нас каналов достаточно много, и говорят, что неизменным успехом пользуются. Поэтому, безусловно, вот кафедра философии сейчас, есть трудные времена. 4 доктора наук работают. Это заведующий Андрей Савич Савинов, зам заведующего кафедрой науки Николай Николаевич Кожевников, доктор наук, профессор, и Вера Сафроновна Данилова, вот, доктор философских наук. Они ведут аспирантуру, аспирантские занятия проводят, ими написано множество учебников, учебных пособий, как говорится, с грифом министерства и подведомственных советов. Так? И я там работаю профессором, 5 кандидатов наук работает. Но один недостаток, что из молодых ученых нет активно работающих над докторской диссертацией. Примерно мы одного возраста, и мы очень обеспокоены перспективой кафедры. Срочно нужны доктора наук. Нам не хотелось бы со стороны выписывать. Мы хотели бы знающих специфику нашего региона, нашего народа, как говорится, понимающий ментальность и дальше разрабатывающие какие-то вот эти современные проблемы, связанные и общественно-политической мыслью, и философской мыслью народа, то есть продолжит традиции наших аксакалов. Дмитрия Степановича, Авксентия Григорьевича, вот, Дмитрия Емельяновича Донского, вот, Еремея Прокопича, всех, кто работали вот в те времена.
очень хорошо. До сих пор тепло на душе становится, как они мило, хорошо встретили нас. Вот. Поэтому мне сейчас вспоминать легко и радостно, что я сейчас достаточно пожилой человек, 75-й снег уже на моих плечах тает, как говорят старики. Вот. Ну, многие говорят, в это время надо думать о душе. Вот. Конечно, задумок после того, как окончательно прекращу активную преподавательскую деятельность, есть чем заняться. У меня есть много материала, значит, и долгу у своих старших коллег, друзей. У меня достаточно много материала, зарисовок, заготовок, и я хочу ее завершить и публиковать, увековечивая их светлую память. Вот эта работа. Но с другой стороны, и материал другого рода, да, есть у меня и своеобразный долг и у своих земляков, народных писателей Якутии, это Николай Якутский, Петр Тавроков, Василий Сивцев, Семен Руфов, которые оставили большое наследие, и при жизни, к сожалению, я не написал вот о них ничего. Их работы у меня под боком стоят, и я хочу, чтобы хотя бы хорошие статьи написать об их творчестве. Они того заслуживают, Крупные мастера, вот, читаемые, народом почитаемые писатели, но серьезных исследований по их творчеству, мягко выражаясь, мало. Поэтому, как вот внимательный читатель, считаю своим долгом хотя бы в очерковом порядке что-то там изобразить. Ну, на это время нужно. Сейчас, когда преподаешь, времени не бывает. Я налегке никогда не работал, поэтому готовиться надо, и у меня дурная такая привычка, пока одно дело не завершено, за другое браться очень трудно. Все идет размеренно, это такое достоинство, переросшее в недостаток. Я ощущаю, что параллельно можно было бы несколькими делами заниматься, но я так не умею. Когда стоит одна работа, после завершения легким сердцем я приступаю к другой, к примеру. Да? Бывает текучка. То это понадобится, то отзыв писать надо, то срочно надо статью публиковать, в журнале мало статей, надо выручать и прочее. Поэтому просто просят иногда рецензию написать на какие-то книги, на какие-то статьи. Я в журнале состою в редколлегиях, и это общественная обязанность написать рецензии на статьи, рецензируемые журналы. Это тоже времени занимает. Не всегда так бывает, что там легко читается. Иногда хочется там исправлять и прочее. Не хочется там это зарубить на ходу работу. Хотя некоторые статьи возвращаю. Вот. Поэтому мне кажется, что кафедра философии, особенно вот молодые, вот те, которые работают уже во всю мощь, они уже достаточно опытные преподаватели, продолжали бы свою работу научную и вывели бы на уровень докторской диссертации. Конечно, заботиться, работать надо, читать, почитывать надо, но ныне не те времена, когда есть великий ужасный интернет. Дома, находясь, все новинки литературы дома, не выезжая на командировку, не выезжая в Ленинскую библиотеку, как раньше было обязательно. Делать работу. Было бы желание. Надо мотивироваться, молодые коллеги мои.
Работать надо. Дорогу осилит идущий. Вода камень точит. Не боги горшки обжигают. Поэтому рука, как глаза боятся, руки делают. Вот только так можно добиться успеха. Надо советоваться, надо консультироваться, надо участвовать в публикациях центральных изданий. Они приглашают, очень много приглашений. Надо участвовать в конференциях, сейчас проходят онлайн. Посмотрите на других, сверьте свой уровень и без боязни подавайте. Дитё не плачет, мать не разумеет. Если вы себя не покажете, никто не обратит на вас внимания. Вот. Дело защищаемся, дело самого защищаемся. И нянек нету. Самому надо протарять дорогу и пробиваться самому. Поэтому ныне не то время. Это как раньше, нянечки, таких поводырей сейчас нету. Философия, конечно, развивается, вступает в новую стадию. Конечно, мы воспитанные, старорежимные, как я называю, философы, недовольны. Мы еще находимся в классической научной парадигме, классической научной рациональности. Это очень сложно. Мы не воспринимаем постмодернизм в какой-то степени, но надо. Пытаемся понять, но это, конечно, близко к сердцу не идет, не располагает, но тем не менее стараемся. И сейчас постклассическая научная рациональность или там антропоцентристская, культурцентристское начало философских исследований преобладает. Но это, по мне, человеку, который всю жизнь занимался проблемами социальной философии и философии человека, естественно, в какой-то степени импонирует. Естественникам труднее. Сейчас даже антропоцентрического подхода требует даже у антологов. Вообще наблюдается, конечно, там в какой-то степени слияние наук. В свое время Энгельс это предрек, потом это разрабатывал замечательный советский психолог, классик отечественной психологии Борис Герасимович Ананьев, который говорил о том, что будет одна наука – человекознание. От философии через дифференциацию, затем интеграцию придем к человекознанию. Он даже монографию написал, оставил, о человекознании называется. К этому пришли. Поэтому, конечно же, все то, что делается вокруг нас, ориентировано, нацелено на человека, на его сознание, на его здоровье, на его телесную структуру даже, сейчас не учитывая соматическое начало в человеке, о нем нечего говорить. И в этом плане вот в нашей стране есть традиция объявлять очередной год, ну, направленность всего общества куда-то ориентировать. В стране, в России, принят ориентир на год науки и технологии. Это совершенно справедливо. В республике нашей это год здоровья. Год здоровья. Это после пандемии, тоже вообще интересно. Здесь очень много стыковок, кстати сказать. После пандемии необходимо активизировать научно-технический прогресс, науку и технологию. Совершенно закономерно, для того, чтобы сделать прорыв в экономике. Поэтому акцентация внимания ученого сообщества на развитие науки и технологий вполне закономерен. И в какой-то степени есть и прорывные открытия в науке и технологии, особенно в медицине и микробиологии, в частности вакцины,
наши открывают параллельно и начинают тоже побочные какие-то эффекты получать. И сейчас активно работать. Это поддержать надо, поддержать надо. Ну и сейчас вот республика наша небольшая по населению, хотя очень большая территория. Безусловно, здесь оздоровляться и прийти в себя после пандемии и умственно, и телесно, это тоже закономерно. Для этого наука и технология помощь. Поэтому мне кажется, что я в своей жизни, ну, повезло, можно сказать так. Хотя первое время, когда я поступал, как-то было не по себе, потому что когда я студентом первого курса был, 23 года стукнуло. Это добрые люди к этому времени получают диплом о высшем образовании. А я великовозрастный, и у меня был риск остаться как бы в арьергарде, бесперспективный, как вот спортсменов иногда некоторые тренеры говорят: а ты уже старик, бесперспективный для плавания, для гимнастики и для фигурного катания, допустим, да? Точно так же я себя считал великовозрастным, и научную карьеру делать или какую-то карьеру делать поздновато будет. Надо было уже к этому времени закончить высшее образование. Но повезло с учителями, повезло школьным учителями, вузовским учителями. Я же ведь ученик Михаила Андреевича Алексеева, народного учителя Советского Союза, который заложил вот эти основы научного подхода ко всему, приоритет знания, приоритет такого эрудиции, кругозора, который не ограничивался только узкой специализацией. Он наряду точными дисциплинами обязательно ориентировал на постижение гуманитарных наук, истории, языков. Он сам великолепно знал несколько языков. На английский и немецкий я точно знаю, что он этот по-немецки изъяснялся, и учителями английского языка общался, а учителем немецкого языка они часами могут обсуждать. Был у нас преподаватель, учитель немецкого языка Тусар Иванович, якутская фамилия была, Тусар Иванович Герасимов, очень оригинальный человек, вот, шашист, шахматист, очень такой азартный охотник, вот, и он Михаилом Андреевичем общались, и мы, открыв рот, слушали. Русский язык, вот, благодаря всему этому я легко поступил. Директор школы Дмитрий Спиридонов Арьенти, он бесплатно после армии и после производства собрал 21 человек и бесплатно на общественных началах заставил своих учителей провести курсы, подготовительные курсы в ВУЗ. Практически все поступили. Это просто подвижническое было. Дмитрий Спиридонович, он как историк историческое обществоведение вел и постоянно наставлял нас: у вас не должно быть других интересов, кроме интересов народа, интересов общества, интересов государства. Вы благодаря всему этому получаете все, будьте благодарны всему этому. Благодарность – это первейшее качество человека. Я это на всю жизнь запомнил. Да, действительно, чувство благодарности присуще только человеку. Хотя на инстинктивном уровне у животных тоже вот наблюдается. Это связано и этим основным инстинктом. Много таких примеров, хотя антропоморфизированных, но тем не менее есть такие примеры, когда и животные выражают благодарность. Неблагодарность – это черта отвратительная, конечно. Ну и учителя в университете, которые поблажку никаких не давали. Вот. Очень
жестко и справедливо относились. Благодаря всему этому я получил рекомендации в аспирантуру, потом попал в старейший педагогический вуз со своими традициями. Замечательные педагоги были, учителя от Бога, и они тоже склонности педагогические, преподавательские уже в аспирантуре защитились вовремя, вовремя родили детей, девочек-двойняшек, которые сейчас кандидаты наук, и Тамары Михайловны, оба. Ну, у нас, конечно, единодушие полное было на профессиональной почве. У нас одни и те же учителя, одни и те же проблемы, одни и те же заботы профессиональным. Так что тут и за чаем, за чашкой чая обсуждали и эти проблемы разные. Я благодарен своему армейскому политруку, замполиту, заместителю командира по политической части, который наставлял почти что каждую неделю о будущем, о профессии. Он очень хороший фронтовик был, замечательный человек, Василий Михайлович Альшев, майор. Вот. Просто он посоветовал, вот, как себя вот вести туда-сюда, и вот ориентировал. Вот. Потом сюда приехал Арсений Григорьевич, Дмитрий Степанович, Василий Спиридонович, Спиридон Киснопонтович, Гаврил Иванович, Еремей Прокопович, вот это самое по общественной линии. Благодаря этому я нашел себя и здесь, в общем-то, достиг всего того, достиг. Стал доцентом, стал доктором наук, профессором, заслуженным работником науки, вот, почетным работником высшего профессионального образования, знаком высшим университет удостоил. Так что обласкан, как говорится, всем. Здесь все, как говорится, да. Учитель не тот, кто учит, а тот, у кого учится. Я учился. Это моя особенность, может быть, да. Я учился у всех, у всех. У меня есть глаза, у меня есть уши, я все это воспринимаю, все это перевариваю и применяю. Я никогда не стеснялся спрашивать, это со школьной скамьи меня наставляли, спрашивай, что непонятно, и я спрашивал. Поэтому здесь и мои дочери выросли, здесь университет закончили, правда, аспирантуру они завершили в Москве. Вот. Одна дочь кандидат экономических наук и заведует кафедрой социологии и управления персоналом. Как раз Тамара Михайловна Михайлова создавала кафедру под таким названием. Вот. Она эстафету принимала у Валентина Степановича и добавила отделение под названием управление персоналом. Вот. И она заведует, и достаточно эффективно. Другая дочь в Москве осталась, она старший научный сотрудник НИИ педиатрии и детской хирургии, и специалист по анестезиологии, и работает по совместительству врачом-анестезиологом в детской больнице имени Спиранского, одного из самых авторитетных медицинского учреждения города Москвы. Она является участником боевых действий в Чечне. Она участвовала вот этой полевом госпитале, вот, Моздоке. Вот. Ну, у него есть знак, участник боевых действий, и льготами пользуется. Она военный врач, как бы, да, вот действующий. Так что тут в этом отношении хорошо. Анна Викторовна Михайлова троих сыновей вырастила, моих внуков. Старший Виктор, этот, подлизываясь, дедушке назвали. Он уже студент первого курса РГГУ, вот, юридического факультета.
и он тоже ради знания все, он любопытен, любознателен, и, как говорится, умеет учиться, так что тут что-то, конечно, будет. Я надеюсь на то, что успешно будет учиться. Он выбрал стезю юриста. Но я говорил ему, юристов много. Ты должен быть только хорошим юристом. Только тогда ты найдешь свое место. Одного диплома не будет достаточно. Ты должен быть первым. Только тогда найдется для тебя место в юридической профессии. Вот. Средний внук Тимур Захаров является учеником 10 класса ФТЛ, физико-технического лицея, одного из лучших школ образовательных учреждений России, в сотню входит, очень авторитетный. Он не самый последний ученик, как говорится, добрый путь. Младший Данил Захаров, ученик 4 класса, тоже вот рубежный момент, начальную школу заканчивает. Он участник тоже различных научных конференций по своему возрасту, имеет такие дипломы, сертификаты, но у него хобби есть, бальные танцы, у него есть дипломы городских конкурсов, республиканских конкурсов в своей возрастной группе. Я никогда не умел танцевать, и вот младший внук за меня танцует бальные танцы, и я очень горд вот этой. Ну, в какой-то степени они продолжение вот меня, то, что не смог делать дедушка, не смогли делать родители, должны дети продолжать. В этом отношении я довольный. Поэтому мне кажется, что жаль, что Тамара Михайловна не увидела своих внуков. В этом году 20 лет исполнилось, как ее нет, а внуки родились уже через год, как она ушла в иной мир. Просто она в современных условиях, конечно, не растерялась бы, она новаторский человек. Она неуемный человек. Наверное, и в айтишной такой ИКТ нашла бы себя. И у него была очень сильная предпринимательская жилка, инновационная струя была. Наверное, если бы в здравии была, она бы организовала что-то такое учреждение, где-то что-то чем-то. Ну, может быть, повышение квалификации, может быть, там дополнительное образование. Он здесь, конечно, там находит общий язык. Поэтому очень жаль, что она прожила только 52 года. Вот. Только вот здоровье, как говорится, когда подкачало, конечно, очень жаль. Вот. Дети знают ее, что была бабушка, только по фотокарточкам. Это одно такое горестное там из прошлой жизни. Ну, а так, и мне, и друзьями повезло, вот, роднёй повезло. Я выпустил вместе с своими племянниками книгу о своих матерях, о 3 сестрах-учителях. Это тоже вот, дань памяти нашим матерям. Вот, и написали. 3 родные сестры были учителями, выпускниками Вилюйского педучилища и очень долгое время учительствовали в начальной школе. И славной жизнью жили. Вот. Младшая из сестер Екатерина Федотовна Давыдова в здравии, ей 94 года, почтенный возраст, в здравом уме, она очень хорошо помнит прошлое, дай Бог ей дожить до 100 лет, как говорится, так? Ну, и
Вообще вот работа в университете и вот в городе, республике, где вот, ну, сейчас раньше, конечно, лекторская, пропагандистская работа в почете была, да, а сейчас источников информации много, интернет, социальные сети и различные каналы. Сейчас одно телевидение имеет там сотни каналов, поэтому узнавать новое и разные интерпретации событий и фактов со стороны сведущих людей могут и без лекторов. Хотя пожилые люди говорят, мы хотели бы вживую общаться с лекторами, хотели бы живое слово услышать. Почему вы не приходите, не выступаете и прочее, прочее. Ну, я их понимаю. Вот. Но тем не менее, среднее и молодое поколение уже не нуждается. Образовательный, культурный уровень возрос, поэтому в поводырях и в тех, кто учителях, не нуждаются. Они сами с усами, как говорится, да? Но тем не менее, и сейчас вот в социальных сетях иногда читаешь и слушаешь самые разные, да, иногда и уши вянут. И я начинаю убеждаться в том, что в какой-то степени, вот, выражая свою точку зрения, вызывая на определенную дискуссию, можно в какой-то степени направить их мышление. Ну, в частности, я всегда говорил и своим студентам, надо жить своим умом и своим трудом. Для этого не надо ватсаповским новостям, ватсаповским каким-то вещам доверять полностью. Ищите другие источники, другие суждения, сопоставьте своим умом, своим видением, где правда, где кривда, где фейк, где настоящее, кому прислушиваться, кому доверяете. Тогда, конечно же, у вас будет свое вот в голове, свое такое, свой оселок, своя колокольня, свое видение, своя лакмусовая бумажка, свой определитель будет. Тогда, конечно, легче будет ориентироваться, и никакие мошенники электронные никогда не выводят и деньги, и расположение, и во всех отношениях вы будете защищены. Внутренняя цензура, внутреннее такое понимание должно вырабатываться. Со стороны никого не обвинишь, что не предупредили, не научили, не посоветовали, не сориентировали, не сказали и прочее, прочее. Вот такое иждивенческое отношение к своему интеллекту, своему уровню развития уже не срабатывает. Надо формировать свою позицию, свою точку зрения. Сейчас в условиях демократии вот таких вещей нету. Как говорят, в этом отношении надо ухо держать востро и научиться разбираться во всех этих перипетиях самому. Вот в этом отношении, конечно, нужно посоветовать, научить, консультировать, и быть арбитром, быть модератором, быть, ну, как бы консультантом. Это надо. В этом отношении я свою миссию вижу именно в этом. На самом деле, вот эти философы, получившие специальную подготовку, их миссия заключается в том, чтобы консультировать, чтобы посоветовать, то есть направлять их мышление, активизировать их мышление, чтобы у них мыслительная культура повышалась, чтобы до всего доходить самому, до всего делать, по всему
делать выводы самому. Другого пути нет. Другого пути нет. К сожалению, есть те, которые и специально в какой-то степени хотят, чтобы люди жили вот совершенно в другом мире, придуманном мире или там строго фильтрованном мире. Вот. Так что тут сложное время. На то и говорят, очень трудно стало понять, где истина. Ну, я всегда говорю, истина где-то посередине, это далеко от истины не ушло. Это вообще-то формула оптимальная. А вы ищите, что подходит. Тогда уже не ошибетесь. В этом плане философия, конечно, наилучший помощник. Так что я приглашаю вас интересоваться философией. Философия – исконное название «Любовь к мудрости». Любите мудрость, станьте мудрыми, тогда вам легче будет жить, и жизнь повернется к вам лицом.